Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы снова радуемся за 4 хвостиков. Они спасены, они вывезены и живут уже счастливой жизнью. Приятного вам просмотра. Брюс, наш черный бородатик. Его заметила я в конце зимы в ППЖ. Красивый и несчастный, на метровой цепи. И гавкал как-то жалобно, без голоса, неуверенно. Потерянный был, без надежды. Вывезла в Москву. Прошло полгода, и вот наш Брюс в семье. Рада за него, желаю ему только счастья и долгих лет жизни. Девочку Киру заметил Игорь еще год назад. Она коротала время, где живут алкоголики, где не раз они держали собаку себе на закуску и по пьяни бегали за своей жертвой с топором. Игорь мне это все рассказал и предложил спасти, забрать из этого жуткого места. Вот они новую собаку завели, и она опять на помоечке живет. Что моя хорошая, на помоечке живет. Опять щенки будут. Хорошая такая собачуля. Может, найдутся руки, заберем. Опять брошенная собака. Скитается собака. Ты моя хорошая. Ты моя хорошая моя. Хорошая моя. Хорошая такая, нежная. Посмотрите там кто-нибудь, может кто-нибудь заберет мою хорошую, уже щенков, похоже, приносила. Ты моя девочка, красавица. Игорь мне это все рассказал и предложил спасти, забрать из этого жуткого места. Я согласилась. А через месяц она прилетела в Москву на мое кураторство. И только недавно наша Кирочка обрела дом, обрела семью и живет счастливо. Пожелаем и ей, нашей девчушке, счастья, которое могло бы не случиться, если бы Игорь не заметил, если бы Игорь мне не предложил, если бы она не прилетела в Москву. В декабре прошлого года вот такой несчастный песик дрожал от холода и грелся у магазина на ковровой холодной дорожке. Ухо его было в крови, гною, он заживо сгнивал в мороз 50 градусов.
И судьба собаки, как мы уже говорили не раз, зависит от того, кто мимо нее пройдет. Проходили только равнодушные люди и не обращали внимания. И вот на его судьбу прошла всего одна добрая женщина. И этого хватило, чтобы жизнь его резко изменилась в противоположную сторону. Ну а вскоре он приехал на мое кураторство в Москву, благодаря же этой женщине. Ну а далее все как обычно. Жил у нас на передержке, и мы кропотливо ему подбирали семью. И, наконец, чудо случилось, и ему нашлась семья. Порадуемся за него. С того момента, как его нашли с его больным ухом, назвали его Ухач. Так он и жил у нас с этим именем – Ухачик. Пожелаем нашему Ухачику долгих лет жизни. Пусть никогда не вспоминает те годы, которые он провел в Якутске. А теперь Алиска, девочка из ППЖ. Умницу, красавицу, видимо, сдали. Ой, Алиса, кушай, Алиса. Ой, Алисочка. Ну, нет, кушай тут, Алиса, все, давай, молодец. Вот возьмите, пожалуйста, умоляю вас, возьмите. Алисочка, Алиса, такие глазки печальные. Но не место ей там. Выделялась она из всех бедолаг. Домашняя слишком, понятливая, поскуливала скромно. Но не дали мы и ей погибнуть, забрали. А вскоре прилетела она на мое кураторство. Пока были перелеты и ожидания самолетов, ее заметила Наталья из другого города, написала мне. Захотела второй собакой к уже имеющейся собаке. Не задержалась она у нас в Москве, и вскоре отправили мы ее навстречу к своей судьбе, к Наталье, за что ей огромное спасибо. Пусть будет счастлива и наша Алиска. Друзья, как всегда, напоминаю вам, что такие истории начинаются с вашей помощи. Без финансовой поддержки такие истории невозможны. Помогайте, пожалуйста, помогайте им. У них никого нет, кроме нас. Если не мы, то никто.
Никто не сделает их счастливыми. Помогайте, пожалуйста.